Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Круг участников республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии» сужается. Накануне завершился второй этап отборочных испытаний. Как он проходил, о секретных заданиях организаторов, мобильных играх и качествах современных лидеров мы поговорим с нашим гостем. Это руководитель Центра оценки и развития компетенций Высшей школы инновационного менеджмента при главе республики, психолог, тренер, игропрактик, асессор Александра Турантаева. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первые отборочные испытания уже прошли. Как вы оцените участников, их подготовку и настрой на победу? У нас прошли уже 2 отборочных этапа. Участники у нас очень активные. Они выполняют задания вовремя. И вот что же мы им предлагали, да? На первом этапе мы предлагали им пройти оценку компетенций. Участникам необходимо было пройти 6 диагностических методик и видеоигру. Наши все методики были направлены на оценку компетенций, таких как ориентация на результат, ответственность, системное мышление, эффективные коммуникации. И все методики, они были подобраны психологами Высшей школы инновационного менеджмента. Они все стандартизированы, валидизированы. И кроме этого мы разработали специальную игру в мобильном приложении для того, чтобы это было гораздо интереснее. Вот. А на втором этапе у нас была уже оценка общих знаний и способностей участников, то есть это общий уровень эрудированности людей, да, по разным сферам. У нас были вопросы по 5 направлениям, 5 разделам. Это общество, государство, право, культура, искусство, экономика, ресурсы, человек и природа, техника, технологии. И также оценка способностей, как вербальных, так и числовых. А сколько участников по итогам второго этапа было отобрано в следующий тур и насколько сложно было выбирать этих кандидатов? У нас всего заявки подали более 5000 человек. И по итогам первого отборочного этапа у нас прошли ко второму 1269 человек. А у нас второй этап завершился только сегодня в полночь, поэтому экспертная комиссия будет заседать только сегодня. И мы узнаем, кто же проходит на следующий этап, чуть позднее. Пока не могу сказать, сколько человек. Но это где-то будет, половина. Тоже. Расскажите подробнее, какие задания подготовили организаторы для участников второго этапа и какие тесты необходимо было пройти, в чем они заключались? Про тесты я уже немножко сказала, да. Тесты у нас первый этап, они были направлены на диагностику направленности личности, на его работу в команде, на поведение в конфлктных ситуациях, да, что он выбирает, на оценку эмоционального интеллекта, вообще системного мышления. И с помощью диагностических игр в приложении, которое можно было скачать как на Android, так и на iPhone, мы оценивали компетенции. Вообще игры были разработаны психологами нашего центра и также программистами Центра развития цифровых компетенций. Мы хотели, чтобы это было интерактивно, интересно, чтобы было не скучно. То есть сидеть и долго заполнять опросники, это бывает иногда немножко монотонно. И хотели посмотреть, как же человек может поступать в различных ситуациях. Игры подразумевают выбор действий. То есть можно взаимодействовать с персонажами, с ними вступать в диалог, выбирать ответы какие-то, взаимодействовать с предметами. И также туда мы вшили еще некоторые тесты. Следующий этап, который ждет наших участников, это 3-й отборочный этап, он заключается в виде презентации. То есть участникам необходимо будет записать видеоролик, короткий, от 30 до 90 секунд, в котором они должны рассказать о себе. То есть о своих качествах личностных, о своих достижениях, о целях и мотивах участия в конкурсе, да, и какую идею, какой проект они предлагают реализовать для того, чтобы наша республика развивалась. А эти тесты и мобильные игры, которые были предложены участникам, как сложно и как долго было их придумать, разработать и, скажем так, выпустить в производство? Разработкой игр мы занимались в прошлом году. Да, это не быстрый процесс, сразу скажу. И сейчас мы выпустили альфа-версию, мы ее будем постоянно совершенствовать, то есть она будет улучшаться. Да, это у нас заняло где-то, наверное,
полгода, да, может быть, даже больше. А можно ли сказать, что конкурс «Таланты Якутии» ищет определенный тип лидеров? И, на ваш взгляд, какими качествами должен обладать герой-участник «Талантов Якутии»? Да, конечно, определенно это так. Мы очень долго думали, размышляли, да, какими же качествами должен обладать наш герой, каким он должен быть. И сейчас все современные теории лидерства, они немножко поменялись. Если раньше это было про острую конкуренцию, про соперничество, то сейчас акценты сместились, и лидеры нового формата, они являются созидателями. Это те люди, которые создают ценности и которые развивают окружающих вокруг себя. То есть мы ищем людей, которые являются созидателями, творцами, да. Это люди, которые всегда находятся в поиске, кто нацелен на положительные изменения постоянно, да, готов развиваться. Это люди, которые ориентированы на результат, это инициативные, проактивные молодые люди. И, конечно же, они неравнодушны по отношению ко всем остальным, ну и к нашей республике, конечно же. Расскажите, а где и как могут применять свои знания и умения, полученные на конкурсе, участники, если они даже не стали победителями или даже, может быть, и финалистами? Но участие в конкурсе – это всегда такой интересный опыт, который будет полезен в будущем. После каждого этапа мы направляли каждому участнику индивидуальные рекомендации. То есть в зависимости от того, как он прошел те или иные тесты, какой у него уровень развития компетенций, мы направили ему рекомендации. Да? То есть что ему стоит сделать для того, чтобы их развить, что делать на рабочем месте, да? Какую литературу читать, на какие курсы можно пойти. То есть это в любом случае поможет человеку, ну, в любой сфере деятельности, потому что эти компетенции являются универсальными и могут обеспечить успех в любой деятельности. Александра, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я желаю вам всего доброго. Ну а участникам конкурса, естественно, победы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». На конкурсе «Таланты Якутии» мы говорили с руководителем Центра оценки и развития компетенций Высшей школы инновационного менеджмента при главе Якутии Александрой Турантаевой. Берегите себя и своих близких. Обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию.